Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Сегодня на территории части региона бушуют лесные пожары, которые не только наносят экономический и экологический вред, но и приводят к тому, что страдают люди. Из-за пожаров многие населенные пункты Якутии окутаны плотным смогом. Насколько загрязнен воздух в этих населенных пунктах и можно ли снизить негативное влияние смога на здоровье якутян, поговорим об этом и не только с руководителем Роспотребнадзора по региону Маргаритой Игнатьевой. Маргарита Егоровна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по каким параметрам отслеживается атмосферный воздух в регионе? С целью наблюдения и оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных мест испытательным лабораторным центром Центра гигиены и эпидемиологии в течение года в рамках социально-гигиенического мониторинга проводится на постоянной основе наблюдение в 11 населенных пунктах нашей республики, в 32 мониторинговых точках. Вот лабораторные инструментальные исследования атмосферного воздуха проводят в нашей службе 30 обученных специалистов, которые сертифицированы. Испытательная лаборатория наша санитарно-гигиеническая, она аккредитована в системе ГОСТЕР. У нас есть большой приборный парк высокочувствительных приборов, таких как, например, ГАНК-4, который может определять более 250 показателей загрязняющих химических веществ. И в 2019 году приобретен был новый современный портативный автоматический анализатор пыли для измерения фракций самых мелких, это которые мы называем PM2,5 и PM10. Надо сказать, что вот спокойный период года, круглогодично, атмосферный воздух мы делаем замеры по 20 основным показателям. Это, например, как взвешенные вещества, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, формальдегид, метан, свинец, угольная пыль, хлор, ртуть и так далее. Но вот сейчас, в лесопожарный период, ежегодно мы проводим, во-первых, увеличиваем количество замеров, да, и ежедневно или чаще ведем вот мониторинг. Например, в прошлый лесопожарный период мы исследовали около 2000 проб воздуха. Превышение ПДК мы фиксировали по оксиду углерода в 22 пробах, диоксиду азота в 12 и, конечно же, по мелким частицам PM2,5 и 10. Вот в текущий лесопожарный период мы уже сделали замеров атмосферного воздуха более 1500 в 18 населенных пунктах 13 районов нашей республики. И при лесных пожарах вот сейчас мы исследуем пробы на вещества, характерные для такого горения. Это оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, углерод, который сажей мы называем, да, взвешенные вещества, формальдегид, бензопирен, ну и, конечно, вот эти мелкодисперсные частицы PM2 и 2,5 и 10. А какие значения считаются опасными? Некоторое время по Якутии, по мессенджеру WhatsApp ходила информация, где показали замеры атмосферного воздуха по методике, которая в разы отличается от российской. Насколько это вообще соответствует действительности? Ну, в Российской Федерации утверждены показатели предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в том числе по атмосферному воздуху. И установленные в России ПДК для кратковременных и длительных воздействий для большинства загрязняющих веществ, за исключением бензола, строже стандартов качества воздуха, рекомендованных ВОЗ и установленных директивами стран Евросоюза. Ну, поэтому я считаю, пусть жители республики не сильно пугают цифры в различных импортных зарубежных приложениях. Здесь мы тоже в Якутии при замерах разовых концентраций в определенный час суток высчитываем потом суточные, среднесуточные показатели и определяем суммарный эффект загрязняющих веществ, к примеру, вот от лесных пожаров. Значит, например, по итогам вчерашних замеров в городе Якутске и горном районе
мы сделали вывод, что суммарный уровень концентрации всех загрязняющих веществ в воздухе города Якутска и наследников горного района равен 7, при условии, что баланс окружающей среды должен быть при показателе менее единицы. То есть в 7 раз будем так говорить, что вот суммарный эффект вот этих всех загрязняющих веществ был большой. Поэтому средний показатель качества атмосферного воздуха за год у нас в Якутии, конечно, он низкий, то есть вот чистый в целом, да, если брать годовые цифры. А вот насколько в городе Якутске загрязнен воздух? Вообще необходимо сказать, что, конечно, когда начался лесопожарный период, мы берем оперативные сводки МЧС, оперативного штаба правительства нашей республики, и оттуда уже, смотря где близко к населенному пункту есть задымленность и загазованность, мы в том районе и делаем почаще замеры. Например, в городе Якутске, когда обострилась вот ситуация с загрязнением воздуха в Якутске, мы начали проводить учащенный мониторинг атмосферного воздуха с 1 июля. Поэтому вот сегодня уже 3-ю неделю мы делаем замеры, стараемся делать 3 раза в сутки в разных кварталах, участках города Якутска. Например, наверное, жители Якутска и Якутии помнят, что у нас в субботу был наиболее вот такой густой туман, был полный штиль, было безветрие, и был прямо такой вот туман, смог желтого цвета. Это вот показали наши замеры, что у нас в 3 раза выше ПДК было содержание диоксида азота. Вот именно он дает 2-го класса опасности, это вещество, и дает вот такой вот желтоватый смог. А как обстоят дела с замерами в других населенных пунктах, близ которых полыхают пожары? Вот как я сказала в начале беседы, в летний период этого года мы провели замеры всего вот в 18 населенных пунктах, 13 районов нашей республики и, конечно, в городе Якутске. И результаты замеров, надо сказать, что намного хуже, чем в прошлые годы. Так, превышение, например, ПДК вот тонкодисперсных частиц PM10 установили мы в 45%, PM2,5% в 44% всех проб, да? По диоксиду азота 16,3%, взвешенные вещества в 13%, и так далее, можно это перечислять. Поэтому вся информация, которую мы вот оперативно замеры делаем по всем населенным пунктам, мы, конечно, передаем сразу в МЧС, в оперативный штаб, глав муниципальных образований, и вот вывешиваем на своем сайте управления Роспотребнадзора, откуда средства массовой информации берут вот эту информацию. А чем в целом опасен загрязненный воздух атмосферный? Поскольку пожары, особенно длительные, значительно изменяют состав воздушной среды, существует опасение об их вреде для здоровья людей. Конечно, мы все это понимаем, и возможен вред для органов дыхания и для системы кровоснабжения. Неблагоприятное воздействие лесных пожаров на организм может быть как быстрым, так и отсроченным. Поэтому вот признаками острого раздражения может быть вот насморк, кашель, зуд, вот даже глаза иногда вот жжет, да, снижение работоспособности, кашель, слабость может появиться. И вот для борьбы с опасным для здоровья воздействием дыма, есть определенные вот меры профилактики, которые каждый человек может для себя. Это, во-первых, как все медики и мы, гигиенисты, говорим, это старается меньше бывать на улице, закрывать окна и двери, если дома нету там каких-то фильтров или кондиционеров или увлажнителей воздуха, то по старинке можно использовать влажные занавески. Вот. Что еще? Поменьше заниматься физическим трудом и спортом вот в такое время, когда совсем дышать нечем на улице. И, конечно же, выходить на улицу в масках, в респираторах, это все равно какая-то фильтрация и защита от смога может помочь.
Ну и, конечно, такие элементарные правила гигиены, как после улицы желательно там умыться, помыть руки, даже принять душ, снять ту одежду, ну, в которой были на улице, потому что все равно одежда, волосы, это все, значит, сохраняет этот запах. Вот. И, конечно, проводить почаще влажную уборку дома тоже, потому что как бы мы там окна свои не закрывали и двери, все равно вот этот запах, он проникает к нам в помещение. Мгм. А в каких случаях уже человеку нужно обращаться за медицинской помощью? Может, при каких симптомах? Ну, во-первых, последствия вдыхания вредных веществ особенно опасны для беременных, для детей, для пожилых людей и страдающих какими-то хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легочных заболеваний. Поэтому при удушье, кашле, там, слезотечении, особенно вот людям с хроническими заболеваниями, необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. И принимать, особенно вот тем, у кого артериальное давление высокое, там, может быть, астматики, принимать в обязательном порядке регулярно те препараты, лекарства, которые им прописаны врачом в ежедневном режиме, в том же порядке. Спасибо. Благодарю вас, Маргарита Егоровна, за столь важную информацию. Ну а я напомню, мы разговаривали с руководителем управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия Маргаритой Игнатьевой.